Сегодня мы с вами проведем один день в селе Дюбсе Усть-Алданского улуса, в гостях у приемной семьи Атласовых. В уютном доме нас встретили Геннадий Васильевич, Сардана Ивановна и их 17-летний приемный сын Евгений. В семье его зовут якутским именем Джулус. Наша приемная семья, семья Атласовых, была образована в 2011 году. Там такой случай произошел, у нас всего 3 девочки, родных 3 девочки, и поэтому мальчика у нас дома не было, поэтому мужчине всегда сын нужен, да, как наследник, как защитник, как помощник, и поэтому под Новый год, в декабре месяце, примерно под Новый год, где-то 25 декабря, Гена съездил в один из городских центров, реабилитационных центров, и привез себе новогодний подарок. Новогодний подарок привез сына. Заходят они поздно вечером, ночью, зима же, темно, да, и он такой: «Мама, папа!» с такими криками заходят. Мы все их встретили радостно. Так радостно и дружно приемная семья Атласовых живет вот уже 10 лет. Главное дело семьи Атласовых – разведение лошадей. Вместе с братом Дмитрием Геннадий Васильевич почти 30 лет занимается коневодством. И главные его помощники в этом нелегком деле – приемный сын Женя вместе со своим другом. Мальчики уверенно и споро трудятся, четко зная, что и как делать. Видно, что работа им нравится, и они понимают значение своего труда. Живя в семье Атласовых 10 лет, Женя научился многому, и самое главное – деревенскому труду. Мен ауынкыта тохарачым, оттуден, мускейм басачым, масты басан, ото тенге хаджачым, ағавын, уайдарбын иынкыта. Онна тон үші ба, менде көлелер. Конечно, живя в государственном учреждении, Женя ничему бы этому не научился. Жизнь в семье, приобщение к труду закладывают в человеке основу его успешного будущего. Одно из самых значимых, что нужно в воспитании мальчика, это общение с отцом, когда сын перенимает от него мужские качества характера. Женя во всем помогает своему приемному отцу, понимая, что от него зависит успех дела. Самый тутаху кем, улум, юлос. Бэм идебесы хыраммын, бутыгергер улоксутатаммын. Бэм тугусатыбын үйретеммин, это бу бэбет кайства кымлыхынребен. Сайынын окко хаджар. Биякана муньярнын отка бихебет, онна от мустарар. Оннатан кыһыңга тугмас бутыга кымлыхыр. Онната буддук иллям болараным я бу кыһыннара жана. Сылга хатаба кымлыхыр. Онна кенникете мин сагалабы түлебен кене тутан халыгын багарабыт. Наблюдая за работой Евгения, можно быть уверенным, что он продолжит дело своего отца и его брата Дмитрия Васильевича и будет способствовать дальнейшему расширению коневодческой фермы. А ведь это значимый вклад в развитие сельского хозяйства республики в целом. Покорило и обрадовало нас то, что Евгений – разносторонне талантливый мальчик. Каналда жонором сөбелер, кирден, кирачым,
Если крахтаварх мал гитачылар ай, особенно рыга, онна гитахатылар шубайлача, онна никтох. Mesela калехаты хатачмен, развитие крахтаига, онна никуток. Среди спортивных достижений Жени второе место на республиканском турнире по боксу памяти заслуженного тренера Артура Федоровича Кравченко. Геннадий Васильевич и Сардана Ивановна очень гордятся успехами сына. Вот этот кубок второе место на республиканском турнире по ракетомоделированию. Ракеты выполняет, запускали, да? Это руководитель Осипов Алексей Николаевич, это наш трудовик. Самым большим результатом Джилуса был вот этот гран-при республиканского конкурса «Илла той Волого». Потом он участвовал в улусном конкурсе «Мирю 2019», вот тоже гран-при получил. Женя не только поет, но и играет на хамусе. Он участник детского образцового ансамбля «Кескиль». Нам довелось побывать с Атласовыми на подледной рыбалке, еще одном увлечении Жени и Геннадия Васильевича. Геннадий Васильевич учит Женю секретам рыбалки, объясняет и показывает все на практике, в процессе. Правда, с рыбой в этот раз не повезло, зато эмоции и впечатления, которые мы получили, запомнятся надолго. Мы увидели, как Геннадий Васильевич приобщает Женю к традиционному промыслу. Они не только вместе ловят рыбу, через рыбалку отец и сын еще больше сближаются. Женя с малых лет приучен к труду. Будь то уход за лошадьми, рыбалка или заготовка дров. В жизни эти навыки пригодятся ему. Уже сейчас видно, что Женя растет работящим и ответственным человеком. Ülehetki bulan barabın yürektäh betemanlık naha oğlunna soğurunani omuk serinen bar bakkamanı doydutuwa kelenildi ki tohalaqi doydutuwa. Мы уверены, что Женя оправдает надежды своих приемных родителей и надеемся на встречу с ним в будущем. Знакомьтесь, братья Миша и Коля и их сестренки Маша, Настя и Сашенька. Большая дружная семья наших замечательных детей прибыла к нам в детский дом недавно, летом, в июне. Начнем со старшего. Его зовут Миша. Это самый старший брат, он опора всех этих детей. Дальше у нас идет средний брат Коля, мастер на все руки. Вот у нас недавно привезли мебель,
И Коля своими руками собрал 14 шкафов. Что Коля, что Миша, это вот такие настоящие старшие братья. Младшие девчонки всегда могут обратиться за помощью. Дальше у нас идет Машенька. Она у нас любит рисовать, петь, танцевать. Вот недавно она показывала моду. Настенька и Сашенька — это вообще две наших любимицы нашего центра. Они очень ласковые, талантливые, везде участвуют. Вообще это такая дружная семья, они все как один. Любимое увлечение братьев – рыбалка. Какую самую большую рыбу вы поймали? Я на удочку, щуку. У сестренок есть как общие увлечения, так и свои интересы. Я с детства занимаюсь боксом, с 4 лет. Я люблю со своими младшими сестрами играть. И еще я хочу стать, когда вырасту, военным. Настя, расскажи мне, что ты любишь делать. Я люблю рисовать. Я любила новогодний еш. Там живут ешалубы. Я люблю рисовать. И когда я хочу вырасти, я хочу стать поваром. Наши братья нас подкидывают на руках наверх. И мы любим заниматься в спортзале. Спортзал – любимое место детей. Здесь они занимаются под руководством преподавателя и с огромным желанием учатся играть в теннис, дартс, занимаются на тренажерах. С огромным интересом дети посещают занятия в кружке «Радужная мозаика», где они овладевают разными техниками – росписи по стеклу, валяние и рисование 3D ручкой. Миша, Коля, Маша, Настя и Сашенька – дружные и сплоченные дети. Все, за что они берутся, они делают вместе, проявляя интерес ко всем занятиям. Мы очень надеемся, что для Миши, Коли, Маши, Насти и Сашеньки найдутся те, кто сможет принять их в свою семью.